4 мая 1945 года, 1413 день войны. Красная армия продолжает знаменитую Берлинскую наступательную операцию. Войска сразу нескольких армий, кавалерийских корпусов 2-го Белорусского фронта выходят на Эльбу. В 18 часов 30 минут подписан акт о сдаче всех германских вооруженных сил в Голландии, в северо-западной Германии и в Дании. В этот же день в Германии в бою под городом Потсдам погиб герой Советского Союза лейтенант Василий Никитин. Высокое звание заслужил в январских сражениях севернее Варшавы, но получить заслуженную награду не успел. В этот же день войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боями заняли 3 немецких города. До нашей победы оставалось 5 дней. 5 дней до победы, 5 дней остается до великой даты празднования окончания Великой Отечественной войны. Это главная история этих дней. Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. Унесенные ветром крыши домов, больниц и детских садов. Окно он выбило тоже окно. Сейчас сосед пришел, окно забивает. Последствия урагана для республики. Какие еще сюрпризы готовит холодный фронт для Татарстана? Альбина Минибаева. Долгая дорога домой. И о том, что случилось, мы узнали только из соцсетей. Чем закончилась опасная прогулка, расскажет Светлана Звонарева. Опасная прогулка по городу. Если мы тревожим змей, чаще это ноги и руки. О том, что заставляет змей так близко подбираться к человеку и может ли эта встреча стать смертельной, узнал Сергей Хайдаров. Бобры в центре Казани. Мы очень рады бобрам, которые здесь нашли свой дом. О новых обитателях озера Хоровое. Салават Мухаммадулян. В районах Татарстана сегодня подсчитывают убытки, нанесенные ураганом. Стихия охватила юго-восток республики. Ущерб превысил 5 миллионов рублей. Больше всего от непогоды пострадали Черемшанский и Лениногорский районы. Без крыш десятки домов, больницы и детский сад. Весь день спасатели устраняли последствия. Почему метеорологи советуют пока не расслабляться, расскажет Альбина Минибаева. Куда мне делать? У меня никого нет, ни родственников, никого. Я не знаю, как это все буду делать. Дома без крыш, полуразрушенная больница и детский сад, оборванные электропровода и завалившиеся газопроводы. Это не кадры из фильма «Катастрофы», а центр Черемшана. Как туча прям черная идет с этой стороны, сильная. Туча такая огромная, как смерч. И как начало вот здесь крутить все. И как начали отсюда лететь эти... Ну вот шифер в ту сторону. У жителей одни эмоции. Сюда пришелся эпицентр холодного фронта. Такого здесь еще не видели. Живу здесь 79-й год. Но не помню, чтобы такого еще было. Под удар попала и районная больница. К счастью, стихия унесла только кровлю, а не жизни людей. Ущерб порядка 300 квадратных метров. Оперативно приступили к восстановлению. Была обследована система жизнеобеспечения. Электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение было оперативно восстановлено. С половины 10-го вечера спасатели Черемшанского района работали в режиме повышенной готовности. В пострадавших домах проживают десятки человек. Более 250 человек, более 40 единиц техники сейчас привлечены для ликвидации последствий происшествия. В резерве находятся силы аэромобильной группировки. Главная задача на сегодня – ликвидировать поврежденную кровлю, снять ее окончательно с крыш зданий жилых домов, социально значимых объектов. Это уже Лениногорский район, село Куакбаш. Здесь без крыши ураган оставил детский сад. Фронт пришел с северо-запада и полностью разгулялся на юго-востоке Татарстана. Те, кто пережил ураган, могут спокойно убирать строительный мусор и приводить свои дома в порядок. Метеорологи уже не обещают повторения стихии. Но Татарстан до сих пор находится под холодным фронтом, и теперь должны забеспокоиться уже дачники. Обещают понижение температуры до 0 градусов. Это заморозки, а это опасно для растений. Поэтому метеорологи советуют точно не торопиться. Мы оказались за холодным воздушным фронтом, соответственно, сейчас в холодной воздушной массе северо-западный антициклон, его гребень распространяет влияние в том числе на нашу территорию Республики Татарстан, и за счет этого будет понижение осуществляться температуры. Последствия минувшего урагана оценили в 5 миллионов рублей. По прогнозам спасателей, все восстановительные работы завершат только к 8 мая.
Альбина Минибаева, Александр Лобанов, Александр Вольнов, Фуат Гайсин и Булат Шафигуллин. ТНВ. Черемшанский район. Казань. Земля в помощь. Сегодня Комитет Госсовета Республики одобрил законопроект о поддержке клиентов, пострадавших от банковского кризиса и обманутых дольщиков. Это воплощение идеи фонда помощи, о которой недавно Рустам Минниханов рассказал на встрече Владимиру Путину. Как будет работать земельная поддержка, расскажет Радик Фархулин. Чтобы земля Татарстана помогала обманутым дольщикам и вкладчикам, предлагается внести изменения в Земельный кодекс республики. Конкретно в документе должен появиться еще один пункт. Он позволит передавать государственную и муниципальную землю без торгов под инвестиционные проекты, средства от которых пойдут на помощь пострадавшим от недобросовестных застройщиков и финансовых организаций. А появляется проект, появляется земля, на которой выполняется этот проект, появляется прибыль, которая может быть различными способами направлена на удовлетворение нужд обманутых вкладчиков, так же, как и обманутых дольщиков. Как говорят, эта схема помощи – программа долгосрочная. Сейчас уже начаты переговоры по поиску инвесторов и запуску конкретных проектов. Сегодня же профильный комитет Госсовета рекомендовал принять поправки. Я думаю, что это большой шаг, и правительство очень правильно делает. И полагаю, что депутаты на сессии, предстоящей сессии поддержат. Это будет реальным шагом. Документ предлагают рассмотреть сразу в 3 чтениях на ближайшей сессии Госсовета. Она пройдет 11 мая. Радик Фархулин, Дмитрий Аринин, Матвей Опросин, Эдуард Мухаметьянов, ТНВ «Казань». Кто потерял детей? Таким вопросом задались нижнекамцы в социальных сетях. Оказалось, 2 малышей более часа одни гуляли по торговому центру города. На вопросы взрослых отвечали: идут из детского сада. Тем временем их мамы, обнаружив пропажу, начали бить тревогу. Продолжение истории Светланы Звонаревой. На бегающих по торговому центру мальчика и девочку внимание обратили далеко не сразу. И только спустя час, поняв, что дети здесь совершенно одни, взрослые вызвали полицию. 4-летних беглецов доставили в управление УВД, а вскоре туда приехали и их родители. Родители пришли забирать из детского сада своих детей. В тот момент, когда женщины общались между собой в фойе садика, их 4-летние малыши вышли на улицу и направились в сторону торгового центра «Олимп». Звонок в полицию поступил от работников именно этого магазина. Инспектор по делам несовершеннолетних управления МВД России по Нижнекамскому району во избежание подобных фактов провели профилактическую беседу с родителями этих детей. О том, что потерялись их воспитанники, вскоре узнали и сотрудники детского сада. Вздохнуть с облегчением они смогли лишь тогда, когда детей нашли. В тот день было все как обычно. Утром родители приводят детей в детский сад и расписываются в нашем специальном журнале, который существует в каждой группе, о том, что детей они приняли. А вечером они также расписываются о том, что они детей забрали из детского сада. Мамы вместе с детьми покинули территорию детского сада, и о том, что случилось, мы узнали только из соцсетей. Возникает вопрос, о чем же таком важном говорили мамы, что даже не заметили пропажу детей. А малыши тем временем, заскучав от взрослых разговоров, решили развлечь себя опасной прогулкой. От беды их уберег лишь счастливый случай. Светлана Звонарева, Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, ТНВ Нижнекамск. Вышли, чтобы погреться. Челнинцы наткнулись на клубок змей прямо в жилой зоне. Людей не боялись, уходить не спешили. Специалисты предупреждают, с наступлением тепла возрастает вероятность встречи с опасными пресмыкающимися. Как себя вести? Инструкция от Сергея Хайдарова. Такую картину жители одной из деревень недалеко от Челнов видят не каждый день. Оттого шок и трепет. Змеиную семью они обнаружили прямо на улице. Пресмыкающиеся выползли, чтобы погреться на солнце. Активную жизнь, по словам специалистов, змеи начинают весной. Максимально агрессивными они становятся в июле и августе. Всего в нашей республике обитают 3 вида змей. Это уж, медянка и гадюка. Укус последней может стать смертельно опасным. Гадюка – это очень такое добродушное, хорошее животное, можно сказать. Она никогда на человека первая не нападет, если только на нее не наступить или не начать дразнить. Гадюка, она зашипит, шипение – это и есть ее предупреждающая такая угроза, чтобы ее не трогали, и сразу же уползает. Только в прошлом году из-за укуса змеи в больнице попали 100 татарстанцев. Из них 18 случаев были зарегистрированы в Казани. По словам медиков, первая змея никогда не нападет, ее можно только спровоцировать. Именно поэтому главные в зоне риска – грибники и любители собирать ягоды. Гадюку легко перепутать с ужом. Эти змеи черные. Их отличают только желтые точки на голове ужа. В этом году укусов в Татарстане не зарегистрировали. Но если это произойдет, врачи призывают пострадавших стараться не двигаться и ни в коем случае не накладывать жгут.
Как при укусе гадюки, яд гадюки способствует тому, что замедляется кровоток и лимфоток в пораженной конечности. Тем самым накладывание жгутов и холода только ухудшает данную ситуацию. Естественно, сам себе человек может помочь самыми простыми способами. Иммобилизация, обильное питье и выпить противоаллергический препарат. Обратиться в медицинское учреждение нужно в первые минуты после укуса. Пациента обязана принимать любая ближайшая поликлиника. В Казани токсикологический центр находится в 7-й городской больнице. Сергей Хайдаров, Алмаз Зиединов, ТНВ Казань. Это новости Татарстана, и вот о чем далее. Послание из прошлого. Через 50 лет обещали вскрыть уже потомки. Что полвека назад казанцы завещали своим потомкам, узнал Дмитрий Аринин. Бобры в центре Казани. Мы очень рады бобрам, которые здесь нашли свой дом. О новых обитателях озера Хоровое. Салават Махмадуля. Развитие сети многофункциональных центров, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья. Сегодня в Москве президент Владимир Путин провел заседание Госсовета. Он подчеркнул, за прошедшие годы удалось придать новую динамику позитивным изменениям, значимых для жизни граждан сферах. Это здравоохранение, образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство. Китайских бизнесменов ждут в Татарстане. Сегодня Фарид Мухаммедшин встретился с генконсулом КНР У Инцинем. Спикер поздравил его с официальным открытием представительства Китая в Казани и выразил надежду, что это станет новым шагом на пути развития российско-китайских отношений. Спасибо не словом, а делом. Вся республика в эти дни благодарит ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла. Услуги на дому, льготы и необычные акции. Сегодня в Казани пожилых и одевали, и угощали. Аделя Коломиец убедилась, что для слез счастья многого не надо. Здравствуйте. Ахат Абдулович. В руках гвоздики, в пакете сладости. С таким набором ранним утром в Казани к ветерану Великой Отечественной войны пришел работник кадастровой палаты не только поздравить, но и по делу. Зарегистрировать его гараж и одновременно осуществить дарение его дочери этого гаража. Поставить на учет квартиру, зарегистрировать право собственности, не выходя из дома, могут все участники Великой Отечественной, инвалиды первой и второй групп. По времени полчаса, а вызвать специалиста может даже доверенное лицо. Очень большая помощь, потому что мне очень тяжело ходить. Большое вам спасибо за то, что вы пришли оформлять. Песни о войне сегодня звучали в Совете ветеранов. Каждому герою вручили продуктовые сертификаты и накрыли праздничный стол. Все предприятия республики, учреждения, организации республики, независимо от форм собственности, независимо от того, крупное это предприятие или предприятие среднего, мелкого бизнеса, активно откликаются на различные инициативы. Раньше раздевали, а теперь одевают. Приятный сюрприз ждал сегодня тех, кто ковал победу в одном из магазинов города. 25 человек приоделись, не потратив ни копейки. Кому костюм, кому халат, но не более чем на 6 тысяч рублей. Хотелось бы сделать приятное для них, и чтобы они не думали, что мы забыли про них. Что хотят, это пускай им будет как садака, да, там, помощь как бы. Огромное спасибо. А кто организатор? Да, я ему столько жить, сколько хочет он жить. 9 мая, прямо в День Победы, ветеранов Великой Отечественной войны также ждут подарки. 90 участников получат вот такие вот пледы. Поздравляют и благодарят ветеранов по всей республике. В Альметьевске бесплатная перевозка, в муниципальных районах тематические вечера. Где-то пригласят на показ кинофильмов о войне, в домах престарелых. Будет безлимитная телефонная связь по республике. 9 мая в конце месяца 100 ветеранов отправятся в круиз по Волге в Москву. И праздничная открытка каждому от президента. Аделя Коломиец, Рамиль Шайдуллин, Ренат Сафин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Сначала ковали победу, потом поднимали страну. «Газпром Трансгаз Казань» сегодня поздравил своих ветеранов. Среди бывших работников больше сотни фронтовиков и тружеников тыла. А тех, кто и в мирное время продолжал работать на благо республики, Лина Зинатуллина. Праздник с сединою на висках ветераны каждый год встречают вместе. Фронтовые песни, праздничный стол, полевая кухня. Вспоминают военные годы, победу и мирные будни.
Среди бывших сотрудников «Газпрома» сегодня больше сотни фронтовиков и тружеников тыла. Касим Салимгареев был связистом, воевал на Курской дуге, пережил тяжелое ранение. А после войны жизнь посвятил уже работе в «Газпроме». Ветерана Великой Отечественной можно смело назвать и ветераном профессии. От самого первого колышка вот этого магистрального газопровода до полной газификации Татарстана я работал в этой организации. Своих «Газпром» не забывает. Премии, ежемесячная надбавка к пенсии, отдых в санаториях помогают не только в День Победы. Они не забывают, все время они поддержку. Вот сейчас меня привезли из дома отдыха «Газовик». Я там нахожусь бесплатно каждый год. А к 9 мая здесь всегда теплый прием, подарки и большой праздник. Хочется пожелать нашим ветеранам, отдавшим свой труд, выжившим, огромного, самого крепкого здоровья. А из-за праздничного стола в Кировский сад. В культурной программе все от большого концерта до тихого отдыха. Гости навещают и свои именные деревья. Аллея ветеранов уже 2 года украшает этот парк именами тех, кто подарил нам мирное небо. О последней любви. Сегодня в Казани презентовали фильм «История любви» Николай Заболоцкий. Столица Татарстана стала одной из главных локаций кино о поэте. Как выходец из Казани повлиял на многие поколения прославленных поэтов и даже музыкантов, расскажем в 21:30. Сегодня весь интернет обсуждает самарских пенсионерок, угнавших трамвай. В майские праздники старушки решили вспомнить былое, а они работали водителями, и подзаработать. Пока их не поймали стражи порядка, пенсионерки перевезли 250 пассажиров и заработали на них 1300 рублей. Бабушки они такие. Вспомним, как пенсионерки из Рыбно-Слободского района прокатились на веломобиле по набережной Казанки и взорвали интернет. А этой весной эстафету подхватили мензелинские бабушки. Они поехали на речку на квадроцикле, чем удивили прохожих. Мечты о торжестве коммунизма, отсутствие пьяниц и асфальтированных дорожках в деревнях. Сегодня в Казани вскрыли капсулу с посланием из 1967 года. Ее оставили своим потомкам жители столичного поселка Красная Горка. Каким они видели казанское будущее и что из этого стало реальностью, узнал Дмитрий Аринин. Вот эта капсула, заложенная 4 ноября 1967 года, и сегодня я предлагаю вам ее вскрыть. Газеты, фотографии, главное, послание потомкам. Это содержимое капсулы из советского прошлого. Именно в основании этого мемориала в 1967 году 3 поколения советских граждан заложили капсулу с посланием своим потомкам, тем, кто родится в 2000 году. 2 года назад при ремонте обелиска капсулу нашли и, как просили, к столетию Октябрьской революции ее открыли. Информация была изначально о том, что эту капсулу необходимо вскрыть в 2017 году. И во время ремонта мы уделили внимание тому, чтобы эту капсулу обнаружить. Помнила об этой капсуле и ждала этот день. Эти 3 дамы одни из тех, кто закладывал капсулу. И так тогда школьницы видели будущее спустя полвека. Что-то было такое, что, уважаемые наши потомки, вы будете жить в светлое время при коммунизме, мы вам много завидуем. И таких пожеланий машинопечатным шрифтом набралось 2 страницы. Сегодня их прочитали. Вокруг памятника вырастет огромный парк, улицы все будут заасфальтированы, по ним пойдут троллейбусы, трамваи и автобусы. Это будет новый район города Казани. И, вероятно, называться он будет Юдинским. Мы убеждены, что среди вас не будет хулиганов, воров, пьяниц, которые нам сейчас портят настроение. Как сошлись во мнении наши современники, многое из послания сбылось. Я считаю, хоть и мир не стоит на месте, то есть все двигается вперед, но почти все из этого послания актуально на данный момент. И то есть я сам собираюсь соответствовать всему, что было написано. Документы капсулы теперь займут место в музее, а адресаты послания обещали заняться воплощением вечных ценностей. Например, беречь родину и любить близких. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Бобры в центре Казани. В зарослях озера Харовое необычные для таких мест животные нашли горожане. Появление бобра в этом водоеме стало сюрпризом для местных жителей. Как благоустроенное озеро становится благоустроенным домом для бобров, расскажет Салават Мухаммадуллин. Не боится камеры и людей, а спокойно устраивает свое жилище. В Харовом новосел. Редкое для центров мегаполисов животное застали на Харовом озере жители ближайших домов. Вот здесь я его примерно увидел. Автор ролика Фархат Галиев увидел животное случайно. Сначала подумал, это ондатра. Мы видели как-то, это сгрызли деревья.
но не думали, что это как бобер. Если для местных жителей появление бобра неожиданность, то специалисты называют это переселение нормальным. Скорее всего, молодое животное пришло к озеру из Казанки в поисках нового места обитания. Опасности для других обитателей озера бобер не представляет. Чего не скажешь о людях. Бобры могут и напасть. То есть, если их беспокоить, они могут пойти в нападение. Ну, как любое животное, которое загнано в угол, оно будет защищаться. А бобры очень сильно кусаются, у них очень мощные челюсти. Что немаловажно, несколько лет назад Харовое хотели закрыть, но благодаря местным жителям и поддержке президента республики озеро удалось спасти, и теперь это экопарк. Райское место для диких уток, ондатр, вот уже и бобров, и, конечно, любителей свежего воздуха. И для отдыха, и для души. Тут очень много народу с детьми гуляет. Это хорошее местечко, дети вот приходят, кормим. Птиц кормим. 3 года всем миром благоустраивали озеро. Тогда Назиля Альмашева возглавила инициативную группу. На субботнике местные жители выходили по 200 человек. Здесь есть замечательный сквер. И теперь мы видим, что не только те виды, которые здесь обитали, я думаю, сохранены, но и появились новые. То есть мы очень рады бобрам, которые здесь нашли свой дом. С каждым годом фауна озера пополняется. Здесь обитают утки-красноголовки, краснобрюхие жерлянки, тритоны и серая жаба. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов-112». На берегу реки Зай найдено тело молодой девушки с многочисленными ранениями. Личность устанавливается, подробности через несколько минут. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. О деловых новостях республики прочитать в интернет-газете «Реальное время». Далее о спорте и о погоде. И до встречи в 21:30. Уверенность в своем здоровье – ключ к долгой и счастливой жизни. Компьютерная томография от 1650 рублей. 590-03-03. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Спасибо, что после битв и ранений, после потери горя, нашли в себе силы для новых подвигов. Спасибо за страну, которую вы подняли из руины пепла. Для нас, ваших потомков. Казань-Оргсинтез поздравляет с Днем Великой Победы. За прошлый год в России произошло 11 взрывов бытового газа. Погибли 33 человека. Одна из причин взрывов – износ газового оборудования и нарушение в его установке. Трагедий можно избежать, если пройти ежегодное техническое обслуживание. Работники Горгаза одеты в форменную одежду и предоставляют удостоверение. Они проверят установку оборудования, наличие тяги, герметичность соединений и работу приборов. После работ заполнят нужные документы. Техническое обслуживание газового оборудования – залог вашего спокойствия. «Газпром Трансгаз Казань» на страже вашей безопасности. КАМ «Энергостройпром» – одно из крупнейших предприятий по производству железобетонных изделий в России. Более 3000 наименований. Модернизированное оборудование, современная аттестованная лаборатория, строгий контроль качества на всех этапах производства. Вот секреты нашего железобетонного преимущества. Продукция поставляется в любую точку России и ближнего зарубежья. КАМ «Энергостройпром» – это стабильность, качество, надежность. Не пропустите! Только 6 и 7 мая новое световое шоу «Дыхание моря» в Набережно-Челнинском дельфинарии. Бронирование и покупка билетов на сайте. Пятерочки. Пенсионерам скидки на продукты и напитки. По понедельникам скидка 10%. Пятерочка выручает! Птицефабрика «Челный бройлер» начала продажу цыплят-бройлеров оптом и в розницу. Стройбаза 8. Телефон 74 77 57. Весь май в Мебельграде распродажа. Скидки на 100% мебели. Только в мае. Удача в придачу в аквапарке «Ривьера». Приходи и получи гарантированный приз. Гранитный памятник с оформлением за 8900. Данила Мастер. 202 38 32.
Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Олимпийские чемпионы покоряют Казанский бассейн. Во Дворце водных видов спорта стартовал чемпионат России по прыжкам в воду. 160 лучших атлетов страны разыграют путевку на турнир Европы. Среди претендентов на титул многократные победители международных турниров и Олимпийских игр. В том числе лидеры сборной Илья Захаров и Евгений Кузнецов. Чемпион Европы Виктор Минибаев здесь же в Казани останавливался в шаге от пьедестала. На чемпионате мира ФИНА ему не хватило каких-то сотых баллов. И сейчас Минибаев намерен взять реванш. Турнир завершится в воскресенье 7 мая, после чего будет сформирован окончательный состав сборной России на чемпионат Европы. Организация, все хорошо, все отлично. Нормальная задача показать лучше свои прыжки. Отобраться на чемпионат Европы, чемпионат мира. Конкуренты все сильные, все ребята могут. Поэтому борьба будет интересная. В это воскресенье в рамках премьер-лиги «Рубин» примет соседей из Уфы. Встречу, которая состоится на Казань-арене, обслужит бригада арбитров во главе с 30-летним Владимиром Москалевым из Воронежа. Тем временем в Казани продолжается выдача паспорта болельщика Кубка Конфедерации и бесплатных билетов на матч чемпионата российской футбольной премьер-лиги между «Рубином» и ЦСКА. Получить фан-ID и билет на игру можно в двух центрах выдачи по адресу улица Баумана, дом 44/8 и улица Читаева, дом 10. Центры работают с понедельника по пятницу с 11 до 20:00 без перерыва. Наличие паспорта болельщика Кубка Конфедерации является обязательным условием для попадания на матч. Мы призываем наших казанцев, наших татарстанцев, наших гостей нашего города и нашей республики позаботиться об этом моменте заблаговременно, поскольку билеты доступны в продаже, то есть заявки эти можно получать. Пока мы видим, что особого ажиотажа не наблюдается, можно в свободном режиме прийти, оформить паспорт болельщика и, в общем-то, в день проведения матча спокойно прийти на стадион. На Олимпийском стрельбище в Ларнаке продолжается розыгрыш третьего этапа Кубка мира по стендовой стрельбе. В четвертый день соревнований стрелки разыграли один комплект наград в упражнении дубль-трап. В основной сетке турнира выступал бронзовый призер Олимпийских игр Василий Мосин. Лидируя по итогам квалификации с результатом 142 мишени из 150 возможных, в финальном раунде наш спортсмен совершил 35 точных выстрелов и в итоге финишировал пятым. Действующий чемпион России Александр Фурасев соревновался в категории МКС вне основного конкурса, где по итогам 5 серий разбил 128 тарелочек. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Приволжский». Это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра. Цена от 45 тысяч рублей за квадратный метр. Чистый воздух и прекрасный вид на Волгу. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением от 45 тысяч рублей за квадратный метр с чистовой отделкой. ЖК «Приволжский» – качество по разумной цене. Телефон 561 08 81. А теперь поговорим о погоде. Не успели жители Татарстана порадоваться по-летнему жаркой погоде, как в республику начал поступать более холодный воздух. И в предстоящие сутки вновь ожидается понижение температур. По данным Яндекс.Погоды, на юго-востоке Татарстана будет малооблачно, без осадков. Ночью всего до 2 тепла, днем же до 9 градусов выше 0. На северо-востоке ожидается малооблачная погода без осадков, ночью +2, днем же до 10 градусов выше 0. На севере республики ожидается переменная облачность и без осадков. Ночью будет до 2 градусов тепла, днем до +9. На северо-западе облаков будет немного, осадки не ожидаются. Ночью похолодает до 0 градусов, днем же будет +8 градусов. На юго-западе малооблачно, без осадков, ночью +2, днем же до 11 градусов выше 0. В центральном районе республики тоже осадки не ожидаются. Ночью будет до 2 тепла, днем же до +9. В последующие сутки температурный фон существенно не изменится, но ожидаются осадки. Предстоящей ночью в Казани будет ясно и до 2 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность и до 11 градусов выше 0. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 51%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.